Глобальный диктант провели сегодня в Северной Осетии. В этом году работу писали сразу на двух диалектах остинского языка – иронском и дегорском. Текст читал председатель правительства республики Сергей Такоев. Диктант писали более 200 человек, в их числе и представители остинских диаспор и общин. Прямую трансляцию глобального диктанта вела Осетия ТВ. Зрители могли проверить свои знания в режиме онлайн, результаты будут известны через несколько дней. Их опубликуют на официальном сайте Министерства образования и науки Северной Осетии. По итогам всероссийской акции каждый участник получит именной сертификат. Очень приятно то, что это вызвало такой интерес, и аудитория полная была, и трансляция была. Поэтому, думаю, любое такое действие, которое вводит и прививает любовь к родному языку, к родной культуре, оно всегда, безусловно, конечно, полезно и нужно для нас и для будущих поколений. В рамках подготовки к форумам Машук и Селигер в Северной Осетии проходит конвейер молодежных проектов. Отбор будет вестись с 12 по 16 мая в Северо-Остинском государственном университете. Студентов республиканских вузов научат составлять проекты. Также молодежь поучаствует в мотивационных тренингах. В состав экспертной комиссии входят представители Федерального агентства по делам молодежи и преподаватели московских вузов. Они и выберут лучшие проекты для представления на форумы Машук и Селигер от Северной Осетии. Проекты могут быть абсолютно разными. На самом деле любая идея молодежи будет поддержана на этом форуме. И важно сделать так, чтобы этот форум стал специально для молодежи. Делался не для того, чтобы реализовывались какие-то программы, госзаказы, а для того, чтобы это было важно для молодежи, для реализации именно инициатив молодежи. И существует много направлений на форуме. И любое направление, которое интересно, в этом направлении можно писать проекты, как социальные проекты, так и бизнес-проекты. В любом случае они будут поддержаны. Делегация Северной Осетии сегодня отправилась на всероссийский фестиваль «Студенческая весна». Бороться за звание самых талантливых наши земляки будут в городе Тольятти. Победители и призеры республиканского фестиваля представят Северную Осетию в более чем 10 номинациях. Всего в состав делегации, сформированной Министерством по делам молодежи, физкультуры и спорта, вошли 40 человек. Конкурсная программа начнется с 15 мая. Мы ежегодно участвуем во всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Каждый год наши ребята очень достойно представляют республику. У нас бывает много призовых и первых мест. И этот год, надеемся, он не станет исключением, и мы опять же достойно представим нашу республику. В Беслане стартовали президентские спортивные игры. Турнир проводится в соответствии с указом президента России. В республике соревнования проходят уже 4-й раз. В них принимают участие школьники 5-6 классов. В течение 5 дней ребята из районов республики будут состязаться в 5 видах спорта – волейболе, баскетболе, плавании, велоспорте и легкой атлетике. Победители турнира в сентябре представят нашу республику на финале игр. Соревнования пройдут во Всероссийском детском центре «Орленок». Сама суть и цель этих соревнований – это как можно большее количество детей, охват занятий физической культурой и спортом. И оздоравливать как можно больше детей. Вот сама цель этих соревнований.